Рефлексия. Обращение назад к своей деятельности, осознание способов ее выполнения, возникших проблем и противоречий, анализ действий по их разрешению. Очень сложное на самом деле занятие, потому что рефлексия это не просто так, вот где-то там понравилось, не понравилось. Это эмоциональная оценка, суждение. А рефлексия это уже то, что имеет своей целью анализ. То есть имеет отношение к теоретическому мышлению. Ну вот классическая рефлексия. Какие были ваши цели перед занятием, и насколько их удалось реализовать? До и после. Перечислите трудности, с которыми вы столкнулись при изучении темы раздела, при ответе на открытое задание. Каким образом вы преодолевали трудности, за счет чего? Какой главный результат для вас лично при изучении темы? Чему вы научились лучше всего? Например, чему вы хуже всего научились? Что вам удалось больше всего при изучении темы и почему? Опишите динамику ваших чувств и настроений при изучении темы. Кстати, хочу особо обратить внимание вот на этот пункт, потому что он имеет прямое отношение к опыту эмоционально-ценностного отношения к действительности, который, к сожалению, очень часто и не диагностируем, и остается вообще за бортом оценивания учебной деятельности. Хоть это один из 4 ключевых таких опытов деятельности человека, из которого состоит социально адаптированный опыт. Если опыт познавательной деятельности, опыт умения действовать по образцу достаточно легко транслировать, то как раз таки опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения транслировать невозможно, его нужно вырабатывать изнутри. В этом очень многие проблемы воспитания сегодня. Мы транслируем и при этом закрываем вот эти створки, о которых я говорил в самом начале семинара. Но может быть, например, рефлексия дневных открытий. Это уже форма. Суть примерно та же. В зависимости от первый курс, третий, или там выпускной 4, это уже несколько иная картина. Диагностика образовательных результатов. Тоже были вопросы у участников первого семинара, как оценить открытое задание, как, например, вот здесь, скажем, выставить какую-то оценку студенту, ведь речь идет немножко о другом, да? Не о том, что он должен ответить по заранее известному какому-то шаблону, который задает преподаватель, а он создает что-то свое. А как это свое оценить? Это же отличается от каких-то канонов. Но естественно, что существует два таких подхода не только к образованию человека, но и к обучению, и воспитанию, соответственно, критериям оценивания. Один из них традиционный – это оценить степень соответствия того, что было дано тому, что прозвучало в ответе. А второй, наоборот, проверяется не степень достижения внешних заданных результатов, а творческое отклонение от них. И оценка каждого элемента образовательного продукта обучающихся может быть количественной, качественной, бальной или, в смысле, вербальной или невербальной. То есть это так называемый герменевтический подход к оцениванию в учебном процессе. И все больше и больше мы, кстати, сегодня ностальгируем об этом. Потому что как только в жизнь вторгается технологически обезличенный такой компонент, например, тест, ну как оценить вот, личностное отношение ребенка к тому или иному историческому событию? Если он должен ответить на вопрос, в каком году произошло то-то, в каких джинсах Д'Артаньян там дрался на дуэли, ну и так далее и тому подобное. Очень сложно. По количеству творческих элементов, по степени оригинальности элемента, по относительной новизне для самого студента или его одногруппников, по емкости лаконичности созданного образа определения, по практической значимости, теоретической значимости результата. И, например, уровень развития обучающихся личностных качеств, это у нас за скобками, естественно, стандартов сегодня стоит, ну, за исключением некоторых, только, может быть, дисциплин профессиональных, определяется на основе сравнения результатов и диагностики в начале и конце семестра. Критерии оценивания. Ну вот некоторые критерии, которые могут просто, это, скажем, средняя температура по больнице, она не может быть тиражирована в натуральную величину, но дает некое представление, как можно вообще руководствоваться таким алгоритмом. Да? В баллах, например, репродуктивная цель, познавательная, исследовательская цель,
планирование деятельности там, обучающегося. Нет плана, план такой простой или план более сложный. Можно десятибалльную систему использовать, и, как правило, уровень 4-5 это репродуктивный уровень воспроизводства, ну, скажем, обычного такого вот материала, не имеющего каких-то оригинальностей, всплесков, не имеющего новизны. 6 это если появляются уже, например, какие-то новые элементы, но студент не может их объяснить. Ну, появились и появились. 7-8, если появляется большее количество элементов, есть попытки их объяснить. Уже, естественно, отличный уровень, когда есть не просто фиксация того, что сделано нового, но еще и объяснение, почему это было сделано так, а не иначе, что при этом произошло в результате, и, в общем-то, есть хорошая оценка внутренних таких изменений. Ну вот то же самое, несколько фактов об объекте, какие опыты, скажем, при выполнении самых разных заданий, и как это, скажем, педагоги в разных случаях оценивали именно с точки зрения бальной системы. Еще раз повторю, каждый предмет имеет совершенно свою уникальную шкалу. Формулирование вопросов, проблем. Вот часто тоже в практике возникает такой момент. А можно ли оценить вопрос студента? На самом деле и можно, и нужно, потому что в вопросе уже содержится предпосылка, базис вопроса, уже есть определенное знание. Аристотель, по-моему, и говорил, что умный вопрос это, или хорошо сформулированный вопрос, это уже половина знаний. То есть можно проверить предметную знание в часть. Во-вторых, вопрос отражает особенности мышления, да, каких-то вот творческих элементов, верхняя часть шкалы. Есть вопросы познавательные, есть вопросы креативные, есть вопросы рефлексивные, есть вообще вопросы информационные, ритуальные, да, как пройти в 3 часа ночи в библиотеку. Ну, понятно, что такие вопросы мы не оцениваем. Версии ответов, гипотезы, рефлексивное суждение. Ну, еще раз повторю, это некие такие примеры рабочих материалов, которые в каждом конкретном случае могут и должны быть своими. То же самое и здесь. Критериальная шкала для анализа творческих работ обучающихся, критериальная шкала для анализа уровня развития личностных качеств. Это может быть уровень нижний, средний, высокий,